сожалению, я думаю, что угрозы оправданы, что восприятие угрозы оправдано. Дойдет ли дело до войны, до нападения России на НАТО, на одну из стран НАТО, на Германию, будет зависеть от многих вещей. Это не только чисто военные соображения, но и политические расчеты. Я думаю, вы должны понимать, что Бруно Каль, глава БНД, на прошлой неделе очень резко сформулировал взгляд своего ведомства на сегодняшнюю ситуацию. Тот факт, что Россия очень быстро наращивает вооружение, что она приближается к цели, увеличить численность армии до 1,5 миллиона человек, что она тратит сотни миллиардов евро в год на оборону и так далее, это уже гораздо больше, чем мы привыкли видеть. Но это еще не гарантирует, что Россия действительно намерена это сделать. И я по-прежнему верю, что НАТО, если он будет функционировать так, как он функционировал до сих пор, сможет предотвратить войну. Путем сдерживания, путем усиления как в военном, так и в политическом отношении, путем сплоченности членов Альянса. Но если этого не станет, то мы будем жить в совершенно другом мире. Поэтому я боюсь не только того, что НАТО перестанет держаться вместе, но и того, что Россия станет сильной в военном отношении. Потому что при таком сочетании факторов может возникнуть опасность нападения. В противном случае — вряд ли.